Ну и слово «коку». Начальник комбината питания атомного ледокола «Арктика». Так точно. Но если коротко, Евгений Федорович Ульянов. Я, в общем-то, занимался на атомоходе питанием экипажа. Ну, вы понимаете, конечно, все вот прокладки, прочее, это очень нужная работа. Но вот чтобы эти 400 человек, а ведь в экспедиции на Северный полюс был экипаж и еще 125 человек было, ну, корреспонденты, ученые и все прочие. И вот, а штат поваров и не увеличился. Увеличились, ну, как вы знаете, что у нас увеличивается, да, это самое, штаты. А повара, как были повара, так и остались. И вот моя задача, вы знаете, была совсем простая. Чтобы вот все вот эти 400 человек с лишним пришли живыми обратно. Потому что врачи, они, конечно, помогают это самое, лечить. Ну, поздно лечить, когда уже некого. Вот. Из-за этого вот моя была задача взять продукты, причем Юрий Сергеевич очень требовательно относился. Поверьте мне, вот сейчас, мне, как говорится, перед Богом уже, как говорится, нечего тут выдумывать. Он очень относился, но это был не барин, это был администратор, по новым словам, и очень относился трепетно к команде, простым машинистам, матросам. И если этот матрос или машинист пожаловался на питание, то вы представляете, что я утром получал. Вот, вместо завтрака. Из-за этого, перед тем, как попасть на атомоход, Юрий Сергеевич со мной беседовал. Беседа проходила очень просто. Я был назначен на другой атомоход, к Кочеткову капитану. Вот. Но Юрий Сергеевич сказал так многозначительно: Кочетков строится, а у меня уже готовый атомоход. Пойдешь ко мне работать? Беседа буквально 5-минутная. Вот. То есть вот Синица или это. И вот даже тогда, еще за 2 года до полюса, у меня такое впечатление, что что-то готовится. Знаете, вот капитан говорит с тобой, как будто он куда-то уже направлен. Я так пошел, и он мне дал сутки подумать. Иди, говорит, или поезжай строить новый атомоход, или вот готовый атомоход, Арктика. Ну, я долго думать не стал и попросил его оставить меня на атомоходе Арктика. И никогда не пожалел. И вы знаете, не из-за чего. Не из-за того, что я там был как бы флагманским шеф-поваром, а из-за на Арктике шеф-повар. Вот. А из-за того, что я работал с таким великим человеком, вот который научил меня, насколько можно научить, честности, правдивости, отношения к людям. Вот в этом человеке было все. Он мог быть настоящим командиром. Он мог быть командиром. Потому что при всей его жесткости, вот тут говорит, там, это, у него был свой метод наказания. Но и мы все его боялись как огня. Но вы знаете, это боязнь, эта боязнь, она потом превращалась в уважение. В уважение к капитану, который не бросит тебя в океане. Я потом 45 лет работал. Я работал на многих судах с многими капитанами. И вы знаете, что все было за 45 лет. Ну, вы понимаете, это море. Причем я такой повар универсальный. Я соскучусь на атомном ледоколе Арктика, попрошусь, меня направят на транспорт.
там поболтаюсь, как говорится. Ну, это свободное плавание у нас называется. Потом опять вернусь. Но в основном я работал на атомоходах. И вот все вот эти 15 лет сделали, ну, я не хочу сказать, что мужчину или там, не надо такие красивые, но это, кому бы я сейчас не говорил о Кучиеве, это только это искренне. И я просто благодарен судьбе, что я проработал с таким человеком, который вот научил меня всему, что у меня есть хорошее. А вот эти вот жареные штучки, вы думали, что я сейчас начну рассказывать вам, как там что-то случилось на камбузе, и Юрий Сергеевич сразу раз схватил свой меч, да, хватал свой меч, вызывал меня на мостик и говорит: смотри, вы хлеб так испекли, что даже медведь отворачивается. Было такое, было. Но это все будни. А все, что осталось вот здесь, это от Юрия Сергеевича. Вот спасибо вам, больше... Можно вопрос? Пожалуйста. А вот хотелось бы понять вот ощущение, когда вы подошли к Северному полюсу, вот этот час или минута, как вот это почувствовали, вот, это же все-таки вы тоже, как Юрий Сергеевич, первооткрывателем считаетесь. Вот это вот чувство какое-то же особое, наверное. Вы Не знаете... просто же ледяное поле, а вот какое-то особое чувство. Это же подвиг все-таки. Американцы где были в это время? Это я, ну если есть у вас несколько секунд. Конечно. Дело в том, что это самое, так, это самое, то, что я знал, и то, что я слышал от Юрия Сергеевича, американцы за год, они пытались на своем ледоколе «Полярная звезда» пройти на этот. И я видел, как Юрий Сергеевич нервничает. Как он это самое, я говорю: Юрий Сергеевич, а что, ну ты же знаешь, что американцы пытались, а сам не говорит, что мы-то тоже готовимся. Ведь все в секрете, но от повара, понимаете, секретов сложно утаить. Я не секретчик, причем у нас же секретная служба была, и там подписочки, там это, о невыезде. Ну я... И не разглашение. И не разглашение, да. Ну я знал, что мы пойдем на Северный полюс. И знал не от каких-то там сорок и прочих. Причастие к этому подвигу, как вы говорите, да я был счастлив, что я помогаю такому человеку вот осуществить вот эту его мечту. Потому что это настолько было искренне, настолько он хотел. Я видел по банкетам, которые я делал, он по его просьбе, как говорится, Евгений, приезжает там комиссия с Москвы, нужен банкет. Ну вы понимаете, в основном-то приезжали чинухи, так как бы, это самое, но от них зависело многое. И Юрий Сергеевич, не пьющий наш Юрий Сергеевич, кстати, вот, иногда даже пригублял. Вот чтобы достичь этого, я говорю, что святых людей нет, но приближенные к святым есть. И я вот считаю, я, конечно, не за там создание памятников, там прочее, памятник ему он себе уже воздвиг. Это Арктика, которую забывают, это Арктика. Это первый поход на Северный полюс. И как бы там ни было, это чтобы меня тоже, кстати, я обласкан тоже наградами. Ну, не так, конечно, ну так. Ну, для повара, да, у меня прилично мундир. Основная награда — это почетный полярник. Вот. Пиво даже бесплатно иногда дают с этим значком. Вот. Да, потому что это очень уважаемый. Надо было раньше, там, 15 или 20 лет на Эдине просидеть,
чтобы получить это звание. А я повар и получил это звание. Вот. И благодаря Юрию Сергеевичу, кстати. Он как умел наказывать, так любил и, ну не любил, а так и поощрял. Это мы знали, что он не забудет. И я иногда очень сожалею, что он рано нас покинул, потому что просит-то много. Чем больше жизнь, тем больше просит. Вот. А обратиться-то сейчас по-честному и некому. Я вообще-то заболтал вас, наверное. Нет, А вы на нет. там поле спускались, вот когда пришли? Конечно. Вот на Сначала, правда, я пирожки эту испек. точку, Вот. эту точку земли. Понимаете, вот почему меня очень мало на этих фотографиях, хотя это самое, в общем-то, я кормил и группу киностудии, это мои обязанности входило. Мог бы им там подкормить их, они бы кино бы про меня сняли. Это не важно. Важно было то, что именно вот на Северном полюсе, правда, подъем был. Ну, во-первых, неопределенность. А вы знаете еще, когда я вспомнил очень сильно Юрия Сергеевича? Потом, буквально через 20 лет, я на атомоходе Советский Союз, привезли мы американцев на Северный полюс. Я уже взрослый мужик, видел их глаза и видел вот этого красавца. Ну, Советский Союз также покрашен, как этот Арктик. Вот. И видел их восхищенные глаза. Вот они вот так вот подходили и трогали. А я так стоял и говорю, да, создать вам тяжело будет такую штуку. Потому что только в Питере столько проволоки нашлось. Я там проводил иногда экскурсии. Мы знали о своем кормильце все. Я знаю, сколько там это. И мы экскурсии там на Диксоне приходят люди, проводят. Вот. Из-за этого я вам хочу сказать, что постепенно мы превратились возим туристов. Кстати, Юрий Сергеевич очень сначала, когда он узнал, что мы начали возить туристов, он очень отрицательно мне лично высказал, ой, иностранцев кормишь. Честное слово, это было правда. Вот. А я ему сказал, Юрий Сергеевич, на борт, пожалуйста, на камбус ко мне. Посмотри, какое у меня оборудование. Посмотри, у меня шампунем мы моем сейчас. А тогда были годики, мыться-то не всегда. Так я не хочу сказать, что мы спасли этими походами на Северный полюс атомный флот. Нет, не надо так это говорить. Ну, это с моей точки зрения. Но то, что поддержал наши эти походы, 20 тысяч долларов, каждые 20 дней, и это самое, и очередь еще. И работа. Вы знаете, вот, например, за счет этого я оборудовал так камбус. У меня там сейчас стоят самые-самые-самые машины современные. Еще и Питер, может быть, не каждый ресторан так оборудован. Вот. А это же все отражается на команде. Иностранцы поедят и уедут. А останутся наши ребята, которые пойдем потом мы арктический лед колоть. И я их все равно кормлю вот на этом оборудовании. К сожалению, пока нашего не все. Вот такие, в общем-то, мои поварские Евгений дела. Федорович, а вот банкет-то праздничный какой был? Но я вам хочу сказать, что Меню, пожалуйста. я это... Огласите меню. Огласите весь список. Пироги осетинские, наверное. Знаете что? Ну, кстати, Юрий Сергеевич был очень скромен в этом деле, но в еде это понимал. Но удивить я их удивил чисто случайно и немножко даже прославился. Потому что мы про этот банкет, теперь можно сказать, это не военная тайна. Знаете, был на камбузе отдельный холодильник. И там были у меня продукты, я был прикреплен кормить именно министра морского флота, ну как вы знаете, высокий, начальника экспедиции и прочее. Вот.
И они иногда устраивали вот банкеты, как вы говорите. И вдруг вызывает меня министр. Кстати, повар вдруг вызывает министр. И спрашивает, ну, так, а что это за мясо у нас было вчера нарезано на банкете? Ну, у меня сразу, знаете, голова. Ну, вычислитель, как оправдаться надо же. Что, министр же это спрашивает. А произошло что? Я говорю, вот, нет, что вы? Вот я приеду в Москву и должен рассказать рецепт этого мяса. Я говорю, Тимофей Борисович, все просто. Это Гуженко, Да, министр. это министр морского флота. Ну, а я стою там и рассказываю рецепт этого. А вот вам сейчас я его расскажу. Значит, там холодильник. Вот. И повара попросили меня в отдельный холодильник, это для моих продуктов там, иногда, на банкеты. Вот, попросили поставить обрезки лимона. Знаете, вот режут в команде лимон, и они складывают и сахаром засыпают и заливают водой. И потом, когда им жарко, они пьют. И вот это настаивается там пару дней, это самое. А у меня лежала буженина на верхней полке. Ну а тряска, вы понимаете, вот это самое, когда ледокол, ну на полной мощности наскакивает на льдину, а повар стоит с котлетами, и мы потом, значит, у капитана вот здесь нашивки, а у повара вот здесь. От ожогов, хотя перчатки у нас есть, там техника безопасности, фигня все это. Когда котлеты вместе с противнем летят, ну, знаете, такая махина на льдину, и все это не привязано. Вот. И это мясо упало в этот рассол. И 2 дня проболталось. А банкет есть банкет. Ну а что, это, считайте, что это признание старого повара. Вот. И новое блюдо. И вот эта буженина падает в этот рассол и стоит 2 дня в холодильнике. И когда мне говорят, что празднуем подход на Северный полюс, а у меня буженины нет. Я говорю, неужели съели? Ну там же у меня 12 поваров. Вот. В общей сложности. Повары. Нет. Ну, прекрасные люди, тяжелый труд. Это не, знаете, это... Шутка. Нет. А в каждой шутке есть доля правды. И я достаю этот кусок мяса, пробую. Ну, у меня выхода нет просто. Я его обмакиваю и режу. Попробовал. Такая вкуснятина. А почему бы и нет? А буфетчица уже стоит. Там уже рюмки это самое. Звенят. Да, я на стол. Ну а сам готов, как всегда. К чему, сами знаете. И вдруг министр вызывает на следующий день. По поводу этого мяса. Ну, думаю, все. Ага. Какие там ордена? Рубашку здесь бы не оставили на Северном полюсе. Вот. А он, значит, жене хочет это. Неужели я ему это расскажу? Это я вам рассказал, как получилось это мясо. Ну, я там наврал, там. Но он мне говорит, вот я сейчас приеду в Москву и буду, пусть жена бьет в тазик, и это самое, и готовит твое мясо, чтобы бум-бум такой же, как у тебя на камбузе, потому что грох камбуз ниже ватерлинии. И вот этот лед весь, и мы эти все 6 часов, в общем-то, не 6, 8, да. Простая работа, вот, но очень интересно. Вот так я прожил все 14 лет с Юрием Сергеевичем, ну а потом свободное плавание. А маленький вопросик. Астинские пироги пекли? Он просил вообще хоть раз? Вы знаете что? Он просил меня только одно. Не делай моих национальных блюд. Я вам честное слово говорю.
Почему? Потому что я тебя разлюблю. Как бы ты ни сделал эти шашлыки, я честно, я вам это самое. Причем ошибки были у других поваров, которые и меня там подсиживали это самое. Они делали, Юрий Сергеевич, такие пироги и шашлыки. Не волнуйтесь, мы кое-что как бы можем и могем. Вот. А потом я слышал отзывы Юрия Сергеевича. Но тоже мне полез куда-то там. Разве он так сделает, как у нас? А я все время, а когда я узнаю, как у вас? В гости я тебя позову. Но он меня, правда, позвал в гости. Были в Осетии, да? Да, я был в гостях. Вот так. Ну, тут вам жареное. Жареное, вкусное. Евгений Федорович, кстати сказать, мой сосед. Вот бывают же такие чудеса. Дома у нас рядом, и мы время от времени общаемся. И у меня очень много записей с его воспоминаниями.